Проект мечети заказала астраханская организация. Я так понимаю, это, скорее всего, была какая-то татарская диаспора. Я общался с одним человеком в основном, Равилин Борисов. Мечеть мы проектировали на окраине города Астрахани, это поселок Осыпной Бугор. Это место, где большой процент татарского населения. Жители сами ее ждали, как я понял, тоже, да. То есть и вот вышел на меня заказчик, он увидел наш проект в интернете и нашел меня, и вот так вот мы с ним связались и начали совместную работу. Точно не помню, кажется, приблизительно 50-60 человек на главном молельном зале. И плюс там есть небольшой женский молельный зал наверху, на антресоли. Там где-то около 20-30 мест. Мечеть небольшая, она выполнена больше в современном стиле, но с узнаваемыми такими мусульманскими мотивами. Пропорции ее, минарета, купола решены в таком традиционном для Казани такой архитектуре традиционной, вот, но больше с таким уклоном на современность. То есть это большие витражные какие-то элементы, есть там входная группа, ярко выраженный портал. Татары по своей ментальности, философии довольно открытый народ. То есть они хорошо воспринимают и там разные культуры, европейскую, восточную, поэтому татарская архитектура — это вещь, наверное, такое очень широкое понятие. Она, наверное, все-таки больше эклектичная архитектура, которая впитала в себя разные какие-то стилистические решения. Вот, то есть какие-то восточные мотивы — это, то есть любовь к цветам, к цветовым решениям у татар, которые, например, даже на уровне сельских жителей отличаются тем, что татарские деревни более цветастые, да, чем, допустим, деревни там марийские или русские деревни. То есть это все-таки, наверное, какое-то влияние восточное, где вот в том же Узбекистане развита была керамика, цветовые какие-то вещи. То есть. И при этом у татар есть определенная такая любовь к таким объемным формам. То есть это уже влияние европейской архитектуры, русской. Вот из реализованных проектов мы делали в основном для Татарстана, часть мечети в Казани. В Чистополе мы делали мечеть, как Аннас, кажется, называется. Или Анас, не Аннас, а Анас. Вот. Мечеть маленькая в Высокогорском районе, мечеть Хаят называется. Это совершенно несложный объект. И в ряде районов. Сейчас вот мы в данный момент тоже сделали проект одной мечети в Актанышском районе. Вот она сейчас находится на стадии реализации. Татар пока такой соборной мечети на данный момент нет, я думаю, потому что у нас Кул-Шариф на роль соборной сильно не тянет. Он и расположен довольно неудобно в качестве соборной мечети на территории памятника, на территории Кремля, где в любом случае есть ограничения определенные. Сам по размерам Кул-Шариф не очень большая мечеть по вместимости. То есть поэтому есть необходимость, наверное, в соборной мечети. А если говорить с политической точки зрения, то мечеть — это тут такой символ такого народа, то есть который тоже, наверное, такой многомиллионной татарской нации нужен, причем такой довольно расселенный по всему миру, вот, которая была бы таким неким символом народа. У меня есть корни по маминой линии, которые восходят к хану Кучуму, сибирскому хану. Вот, это, то есть такой известный такой род, который имеет такую связь генеалогическую. И это по маминой линии. Из всех татар, наверное, сибирские татары, наверное, одни из наиболее сильно отличающихся от других татар. То есть они жили довольно в таких законсервированных как будто бы условиях. Вот, у них язык слабо менялся, не эволюционировал сильно. То есть антропологически это другие люди. Но нынешний Павлодар и нынешнее население, оно совсем другое. Вот. А каким на меня впечатление произвело? И я могу сказать так, что в отличие, допустим, от Омска, да, мой родной город, там народ подобрее, попроще. Но тут я, наверное, буду опять же некорректен, потому что это просто провинциальный город, маленький. В маленьких городах народ всегда кажется добрее и попроще. Если сравнивать Омский Павлодар, который больше Омский Казань,
которые по населению и по масштабам больше похожи, то, наверное, в Омске больше присутствует сибирский характер у жителей. А что такое сибирский характер? Ну, это такое добродушие, широта души, вот, такая какая-то несгибаемость. А Татарстан, ну, Казань, это более деловой город. Вот когда мы предлагали электровелополитен, так называемый, мы его предлагали в комплексе общего развития велосетей в Казани. То есть это они в общей сложности предполагалось, что будут занимать не больше 5% от общей велосети городской. Ну, приблизительно. И они предполагались только на таких сложных участках городских, которые, допустим, нельзя снести, да, вот, перестроить как-то их сложно. Предлагали делать такие веломосты, ну, в виде такой трубы, да, чтобы они защищены были от осадков, чтобы можно было сезонность увеличивать, не только летнюю, там, от осадков какую-то защиту имел. И в этом плане вообще сам велополитен, еще раз, да, повторюсь, что он должен был занимать не больше 5%. Это был больше проект. Наше предложение было больше направлено в целом на развитие велоинфраструктуры городской. А то, что сейчас происходит с самокатами, это, да, и, наверное, какое-то, ну, мы проглядели, ну, то есть власти города, что эта тенденция на мобильные такие, индивидуальные мобильные средства быстрыми темпами развивается в целом мире. И в этом плане мы отстали, да, на несколько лет. Это, я думаю, ошибка, наверное, все-таки была властей в этом плане. Мы, когда предлагали развивать велосети, мы сами тогда не думали, что будут электросамокаты. Ну, мы над этим проектом работаем. То есть заявка еще не подана, но интерес у нас есть. Мы держим руку на пульсе, то есть мы контактируем с потенциальными нашими партнерами, кто с нами мог в этом проекте выступить. Театр новое здание, да и это реконструкция этого старого здания, они все расположены на воде, вот, поэтому тут можно как-то сделать отсылку к какой-то теме воды, вот, поскольку это театр, в театре могут быть какие-то, ну, такие, можно развить фантазию, да, какие-то образы театральные, там, может быть, какие-то мифологические. Поэтому в этом театре может отобразиться какие-то темные моменты.